В эфире шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И сегодня мы поговорим о том, как разнообразить интерьер своей квартиры или дома. Но на самом-то деле сейчас в моде минимализм. Вот эти все ковры, люстры, абажуры, уже все это ушло. Эпоха обоев с цветочками ушла. Но актуальными остались картины, они могут дополнить любой интерьер. И сегодня у нас в гостях художница Наталья Комар, которая пишет картины с элементами лакшери. А еще она делает панно из мха, и я уверен, что она поделится с нами сегодня интересными идеями. Наталья Комар, художница, окончила Минский институт управления. По специальности дизайнер виртуальной среды. Провела 4 года в офисе, потом бросила работу и уехала зимовать в Таиланд. После этого занялась творчеством. Автор более 100 картин. Кроме искусства, увлекается мотоциклами. Считает, что никогда не надо бояться изменить свою жизнь. Доброе утро. Доброе утро. Привет, как добралась? Потрясающе. Очень холодно на улице, но добралась отлично. Бодрое ли твое утро? Бодрое. Отлично. Слушай, у многих слово «художник» связано с какими-то тусовками, богемой и так далее. Вот как твоя неделя проходит, как начинается утро и вообще? Мое утро начинается в обед. Я привыкла ложиться спать рано утром, но просыпаться где-то к часу или к 12. По ночам рисуешь? Рисую по ночам, бывает такое вот. Но рисую только в отличном настроении, поэтому просыпаюсь я тоже всегда в отличном настроении. И это прекрасно. Скажи, пожалуйста, вот художник — это человек, который должен не только уметь нарисовать картину, но и продать ее. Помнишь ли ты первую свою картину, которую ты продала? Помню. Я помню, что я потратила на нее максимально малое количество времени и продала ее за максимально большие деньги. И думаю, попер бизнес. Не скажешь, за сколько? За $300. Ты, Мазню, которую сделала за полчаса. боже мой. Ого. Если честно, по твоим картинам не скажешь, что ты рисуешь мазню. Я уверена, что там все великолепно Спасибо. было. Смотри, сейчас кто-то может подумать, что работать художником — это очень простое дельце и прибыльное в то же время. Но в любом случае есть же, наверное, какие-то подводные камни. То есть, не каждый сможет там наляпать пару мазков И продать сказать это сразу. $300, да. 500. Я думаю, что главное настроение, главное психологический настрой, и даже человек без образования может сделать какой-нибудь красивый шедевр. А в сложности, в моем случае, это только грузоперевозки и подъем больших полотен. Ты прям как коуч-тренер сказала, да, на курсах. Там, ты можешь все, иди и делай. А картины каких жанров чаще всего у тебя заказывают? У меня часто заказывают абстракции и каких-нибудь животных. Анимализм. Каких чаще всего? Львов. Почему? Львы вообще почему-то какие-то популярные. Может, царь зверей, а может, просто у нас много львов по гороскопу. Ну вот я по знаку зодиака лев, я бы с удовольствием Я такую тоже, картину. кстати, да. О, ничего себе, вот 2 льва уже хотят по картинке. Я скорпион. Но скорпионов еще не заказывали. А какие вообще в последнее время, да, еще такие есть тренды оформления интерьеров? Тренды. Сейчас Тренды. новый тренд появился фитокартиной из мха. Это что такое? Это эко-полотна. Мгм. Такие вот большого формата, бывают небольшого. Они могут быть обрамлены в подсветку декоративную. Хотя даже это не декоративная подсветка, обычная подсветка. Мох Мгм. настоящий? Мох настоящий, исландский, стабилизированный, живой, потрясающий. Ты часто пишешь картины на заказ, так? Мгм. А для себя, для души ты что рисуешь? Какие чаще всего это сюжеты? Я думаю, что это, как обычно, абстракция. И я люблю этих животных рисовать очень сильно. Писать. Львов? Писать, простите. Львов? Или Не нет? обязательно. Не обязательно. Любых? И еще цветы, кстати говоря. Цветы вот тоже я люблю. А что тебя вдохновляет? Там, не знаю, увидела, вспомнила, вот что именно ты рисуешь? Меня вдохновляет музыка. Чил только определенно. Вау. И иногда дип. Ну, еще меня вдохновляют путешествия, небо, звезды, море, космос и То всё есть, такое. когда Всё ты приезжаешь приятное. из отпуска, ты Да. сразу же рисуешь, Обязательно, пишешь, моментально. простите, несколько шедевров. Да. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И у нас сегодня в гостях художница, создающая картины для интерьера Наталья Комар. Наташа, расскажи, как выбрать вообще картину для интерьера? Вот приходишь на какую-нибудь выставку, там, в магазин, на сайт какой-то залазишь, и по каким критериям, вообще подбирать? Ну, я думаю, что в первую очередь она должна нравиться самому себе.
Во-вторых, я думаю, что она должна как-то сочетаться с цветовым тоном интерьера. Может быть, она должна быть контрастной, может, наоборот, она должна быть выполнена в этих тонах. Ну и какой-то определенный жанр тоже должен быть. То есть никаких правил нету, просто кайфуй, нравится. Да, и еще, кстати, такая. такой момент. Маленькие картины на больших стенах теряются, точно так же, как и большие картины на маленьких, маленьких помещениях визуально сужают. Даже так. Да. А Такое еще правило. говорят, что у картин есть своя энергетика. То есть это, я так понимаю, что зависит от того, что на ней нарисовано или в каком настроении был художник. Что ты вообще Вот можешь... я в такое верю, поэтому Да? только в хорошем настроении я пишу картины. В плохом никогда не писал? Никогда. Я всегда делаю отсрочку, говорю, что немножечко могу подзадержать заказ, хотя я постоянно беру большое количество времени, чтобы такого не случалось. Мгм. И по поводу энергетики, так скажу, плохие вот эти вот черные картины лучше дома не помещать. Даже если вам подарили какую-нибудь, лучше откажитесь, передарите и не вешайте, если она вам не нравится. А если нравится? Ну что, она черная сразу? Сразу плохая энергетика? Ну, если у вас готический интерьер и вам это близко по душе, то тогда ради бога. Ну, а неужели не хочется выплеснуть на бумагу какую-нибудь там драму? Это комиксы. Для выплеска, Лиза, ты про комиксы? для выплеска энергии у меня есть мотоцикл. Ты ездишь на мотоцикле? Да. Уже закрыла О, 6-й сезон? год, кстати, уже будет. Закрыла? В этом году я очень рано его поставила в сентябре. Мгм. А расскажи, вот что ты принесла нам за картины, немножко о них поподробнее. Так, я сначала расскажу, какие картины я делаю. Да, Картины, фитокартины, которых я не принесла, это эко-мох, нановведение в дизайне интерьера. Второй вариант картин — это люксовые картины со Страс Сваровски. Вот они как раз-таки те самые животные. Это печать и хромированный немецкий классный крутой багет. А еще Обалдеть. я, обычная живопись маслом. И вот эта вот картина выполнена в технике резин-арт с добавлением алмазной пыли. Что это Резин-арт — это эпоксидная смола. М, Заливается финально, и получается, создает такой глубокий эффект. Действительно, она Круто. как будто объемная, она как будто Нестандартно. очень интересная. Есть очень много разных техник. Я посмотрела, промониторила ютубы, инстаграмы и тому подобное. Есть техника алкоголинг. Это когда выливается чернила. Это когда пишешь спиртовые. картины под хорошим настроением. Это техника спиртовых чернил. Когда выливается чернила на бумагу синтетическую или на пластик и регулируется потоком фена, и получается красивая абстракция. Смотри, а кто из современных художников, либо кто-то из прошлого, может быть, вот тебя вдохновляет? Является источником моего вдохновения. Я думаю, это Самуэль Фаранг. Он диджитал-художник и делает психоделические изображения в графических редакторах. И еще классный художник Мишель Астолфи. Он делает ювелирные, драгоценные такие картины, полотна со всякими камнями, стразами и стеклом и зеркалом. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И к нам сегодня в гости пришла художница, создающая картины для интерьера Наталья Комар. Наташ, предлагаю немного поразвлечься, передохнуть от этих серьезных бесед и чуть-чуть поиграть в игру, которая называется «Карикатура за раз». Правила, в принципе, достаточно простые. Вот у нас появились такие планшетки, там наши изображения есть. Нужно дорисовать какую-то карикатуру. То есть Вот такие у нас полная, планшетки. полная цветами. ширь фантазии, только рисовать мы с Лизой не умеем вообще. Вообще. Я как 3-летний ребенок, а Я- Лёша как 2-летний ребенок. Поэтому сразу просим прощения, но это должно быть весело. Ну что, поехали. Начинаем. Поехали. Там У меня только- тут- Я сейчас так рисую, что вы подумаете, что вот эти вот картины, которые стоят, не мои. Ты ведь часто рисуешь портреты знаменитостей? Ну, теперь Знаменитости я, наша кстати, очередь. рисовать люблю, а когда просят сделать простой на заказ, я не берусь за них, потому что мне кажется, что если ты не селебрити, не телезвезда и не герцог, зачем тебе, собственно, портрет дома? Давайте, я же джентльмен. Давай. Поэтому, девочки, давайте Поэтому вы вы. вперед. Давайте минутка позора. Первая буду я. Можно? Можно? Ой, Можно? хорошо. Можно? О, Лиза, как ты Да. расфантазировалась. Это Ой-ой-ой. мой любимый цвет, Наташ. Это мой Потрясно. любимый цвет. Это что? Он
Это как квадрат Малевича. Это Каждый там прилавок видит или что-то что? свое. Нет, это глубина, Земли. максимальная наполненность, благородная, глубокая. В общем, ты понравилась. Потрясающе, превосходно. У меня немножечко покруче. Вау. Розовые туфли. И обнимашки. Ладно, И нормально. художественные штаны. Кстати, они вот сейчас вроде как в моде. Нормально, у меня похожая механика. Смотри, Наташа, тут ты стоишь с цветами, с телефоном. Я думаю, надо жениха дорисовать О, тебе. вот это вот Какой необходимость, да. нарядный Я парень. дорисовал тебе жениха, но Бабочки. я верю, что в жизни твой жених будет посимпатичнее раз в 95. А его током ударило? Ну, он по жизни такой. Он просто кучерявый. Так, давайте что, следующее Переходим к посмотрим. Так, Следующему. следующий. А кого из знаменитых людей ты уже рисовала или никого? А я рисовала Монику Белуччи, Ого. Мерлин Монро, Джека Николсона, У нас тут Одри Хепберн. Одри, Джаконда. Лизу я на работу устроил уже на новую. А вот что сделать с собой, Зоопарк? с Наташей? Все, ладно, Наташа, А я вот не пойдешь. знаю, что мне с тобой придумать. Ты пошла в бар. Тебе барную стойку дорисовал. Ладно, добавлю тебе еще хорошего настроения. Ты ж потом ночью рисовать поедешь, да? Давай, Наташ, погнали. Здесь у меня Белоснежка и 7 гномов. Мгм. И я продающая картину, а ты немножечко вносящий в нее корректировки. Ух ты! М. Сильно! А штаны у меня как украинский Так флаг, какие у да? меня сапоги. О, сапоги тут И, королевские. как обычно, розовые туфли. Так, ну что, Лиза, погнали. Я вот себя, кстати, я вообще не смогла нарисовать, но Лёша, фиолетовый тоже один из моих любимых цветов, поэтому А что это... это внизу квадрат. находится у тебя все время? А это конь. А Лошадка. что с квадратом связано? Это глубина. Понимаешь? Это Глубина, квадрат душа. Лизы, квадрат Лизы. Квадрат Лизы, да. Наташа, у тебя вот тоже есть ботинки. Без ботинок нынче не гоже. Цвет фиолетовый модный, наверное, в этом сезоне. Прости за форму, ну такая уж получилась. Ну и в Модно. руках цветы. Девушка без цветов не должна быть, поэтому много цветов и вдохновения. Спасибо Всё, я большое. прячу свои художества. Потрясающий рисунок. С такими-то. Так, смотрите, что получилось у меня. Лизу я отправил работать на Комаровку, продавать яблоки. Ну, Видишь? кстати, я Вот. много продала. Вот яблоко тут, я дорисовал очень кривые весы. Наташу я отправил в бар. Вот видите, тут барная стойка. Потрясно. Дал обувь и хорошего настроения в руки. А тут я рядом не знал, что с собой нарисовать. Коня-то я не умею рисовать. Типа. Телевизор Вот вообще. тебе Да и конь я-то, есть. в принципе, не принц. Все, телевизор дорисовал, и вот все. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. У нас сегодня в гостях художница, создающая картины для интерьера Наталья Комар. Наташ, мы знаем, что несколько лет назад ты полностью забросила офисную работу и сказала, что ты туда больше никогда не вернешься. Что тебя сподвигло, и расскажи, как это происходило. В общем, после института я сразу пошла работать по профессии графическим дизайнером. И сидела, ходила на работу с утра до вечера, и это продолжалось в течение 4 лет. Превратилась в день сурка, и рано или поздно я такая думаю, надо что-то как-то менять, но никаких предпосылок не было. И тут состоялся телефонный разговор с моей одногруппницей. Она классный, крутой графический дизайнер, она постоянно идет на повышение, а я на месте всегда стояла. И она говорит: Наташ, а вот тебе не скучно ходить изо дня в день на работу без повышения, а делать одно и то же, ничего нового? И я думаю, ну, конечно же, змея. Я на нее обиделась. А потом подумала, действительно, она же права. Я такая думаю, ладно, хорошо. Написала заявление на увольнение. Полетела на зимовку в Таиланд. На зимовке в Таиланде я увидела в Инстаграме, как девочки делают красивые рисунки, выливая краску просто на полотна абстрактное. И думаю, приеду в Минск, обязательно сделаю. И вот я приехала с Таиланда, сделала парочку картин, которые очень удачно продались. И думаю, вау, супер, я за неделю сделала то, что делается мне легко. И заработала столько денег, сколько не зарабатывала 4 месяца в офисе. Думаю, поперла. Пора делать то, что мне нравится, и получать за это деньги, монетизировать все это дело.
И вот так вот я год еще прорисовала, накопила денег на еще одну зимовку, прилетела уже с очередной зимовки, бахнул карантин, думаю, картины не очень уже стали продаваться, устроилась опять на удаленную предыдущую работу и делаю картины и работаю удаленно. И квалификацию Да. не теряешь, поэтому все хорошо, все правильно. Скажи, Стаж ты, идет. получается, 2 зимовки уже провела в Таиланде, так? Мгм. Что именно тебя там так вдохновляет, так задерживает? Там потрясающий климат, потрясающие люди, море, еда и вообще все замечательно. Только не нравится левостороннее движение, надо перестраиваться. Так А и не ты на привыкла? мопедике там катаешься, Да, да? на мопедике. Там очень интересно. Можно встретить человека, который на мопеде перевозит холодильник. А еще, кстати, я нашла людей, которые ездили вот на мопеде. 8 человек максимально. Слушай, а насколько дорого зимовка обходится и на сколько ты месяцев вот улетала? А я улетала на 2 месяца. Думаю, что самое дорогое — это проживание и перелет. А так, в принципе, по расходным материалам в виде еды и развлечений, так же, как и в Минске. Слушай, расскажи нам топ-5 советов для людей, которые хотят поменять свою жизнь и начать заниматься чем-то новым, то, что им нравится. Вот как ты ушла с работы, там, начала творить, и все, и успешно, нормально. Я думаю, во-первых, не бояться. Во-вторых, верить, наверное, то, что у вас на Во-вторых? душе лежит. Найти людей, которые вас будут поддерживать. Третье. Если вы ищете момент или знак, что вам что-то надо менять, вот он. Это я. Это я ваш знак. Все поменять. Так, Так, и 5. верьте в себя. Верьте в себя. И не думайте, что ваше дело сразу принесет вам деньги, но если вы будете делать то, что вам нравится, оно вам их принесет. Наташа, большое спасибо за этот прекрасный творческий разговор. Мы были очень рады видеть тебя в гостях. Спасибо. Ну, а мы прощаемся с нашей гостьей. У нас была в гостях Наталья Комар, художница, создающая картины для интерьера.